Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слова пра тое, што мы не дадзім ім перапісаць гісторыю другой сусветнай вайны ўжо не адзін раз гучалі ад кіраўніка як Беларусі, так і Расіі. Асабліва часта гэтая тэма ўзнімаецца сёлета, у год святкавання 75-годдзя перамогі. Розныя погляды на адны і тыя ж гістарычныя падзеі ў нацыі, якія ў тых падзеях удзельнічалі. Ці нармальна гэта? І хто гэта яны, каму не дадуць перапісаць гэтую гісторыю? Пра гэта мы сёння і пагаворым з нашым госцем. Гэта палітолог, прэзідэнт Браціслаўскага інстытута грамадскіх праблем, эксперт iSense Рыгор Мясежнікаў. Добрый день, господин Мясежников. Добрый день, Смитер. Извините, что пришлось задержаться, так получилось с нашей связью, тем не менее. Скажите, пожалуйста, насколько сегодняшняя эта тема разговора, попытки переписать якобы историю Второй мировой войны, они актуальны? Потому что слишком много мы в последнее время слышим о том, что кто-то они там где-то что-то переписывают. Ну, если вы имеете в виду позицию нынешнего российского руководства, потому что чаще всего именно из Кремля раздаются такое мнение, что кто-то пытается переписать историю, то я думаю, что это вопрос, конечно, актуальный. Он актуален прежде всего потому, что помимо самой проблематики Второй мировой войны, при тех интерпретациях, которые озвучивает Кремль, как раз ставится под сомнение все развитие после Второй мировой войны. И свободный выбор центральноевропейских и восточноевропейских государств с 90-го года. Я здесь вижу прямую связь. То есть нынешняя Россия, считая себя продолжателем Советского Союза, по сути дела придерживается тех самых нарративов, известных нарративов, можно сказать, до более известных сталинских нарративов, которые влияют на восприятие всего послевоенного развития. И если подходить к этому более конкретно, то, наверное, попыткой переписания истории объявляется все то, что связано с установлением коммунистических режимов в Центральной Европе, в восточноевропейских государствах, потому что у нынешних стран Восточной и Центральной Европы, которые в настоящее время являются членами Евросоюза, действительно другой нарратив. А нарратив этот связан с тем, что после Второй мировой войны Советский Союз не принес свободу народам этих государств, и одна несвобода коричневого цвета была заменена несвободой красного цвета. Это, в общем, так схематически, что касается всех этих, особенно в свете последних событий и заявлений о том, что кто-то пытается переписать историю Второй мировой войны. Это, конечно, отражается на конкретных событиях, на отношении к разного рода памятных мест, к памятникам, и все это, естественно, влияет на межгосударственные отношения, отношения между Россией и Польшей. И в последнее время в Чехии известные события, связанные с перемещением памятника маршала Конева, установлением памятной таблицы членам Российской освободительной армии, которые принимали участие в освобождении Праги, хотя, естественно, они были, конечно, коллаборационисты. То все эти вопросы, они имеют в настоящее время такое актуальное политическое звучание и прямо влияют на межгосударственные отношения. Вы сказали про то, что разные народы, разные нации имеют собственную интерпретацию исторических событий, в которые эти нации были замешаны, задействованы и так далее. Насколько все ж таки серьезно отличается и насколько это вообще нормальное такое обычное явление, когда, скажем, две нации, я не знаю, Словакии, еще кто-нибудь, или белорусы и украинцы вместе были в какой-нибудь, я не знаю, войне пускай, а потом через некоторое время у каждого народа свое видение того, как это происходило. Это, обычно? Да, в смысле, это вообще обычная ситуация, особенно в Европе, в Центральной Европе. Народы этих государств входили в разные государственные, народы этих стран, нынешних стран,
в свое время входили в состав других государств. Естественно, у них есть общая история, но разный взгляд на эту историю, на отдельные события. Я просто могу привести в качестве примера, вот недавно отмечалась 100-летняя годовщина Трианона, то есть, значит, конференции, которая определила границы центральноевропейских стран после Первой мировой войны. И на этот Трианон по-разному смотрят венгры, словаки, румыны, сербы, хорваты. Ну, сосуществование разных нарративов, оно в принципе возможно. Понятно, что нельзя заставить другие нации смотреть на события своей национальной истории глазами другой нации. Вот, кстати, в этом отличается позиция России. Она не только представляет свои собственные нарративы, мы сейчас можем по-разному относиться и к тем же самым сталинским нарративам, но проблема заключается в том, что Россия сегодня, по сути дела, единственное государство, которое пытается заставить другие народы, другие страны принимать ее нарративы, ее интерпретацию. А вот здесь, в центральной части Европы, у словаков и венгров действительно разная интерпретация причин Первой мировой войны и развития после Первой мировой войны. Да, Венгрия была действительно территориально расчленена, часть территории Венгрии, значит, населенная этническими венграми, ну и в то же время представителями других наций отошла к другим государствам. Чехословакия возникла, это было новое государство. То же самое произошло с частью венгерской территории, которая отошла к Румынии, что-то отошло к Сербии. И, естественно, интерпретации разные. Но Венгрия, даже при том, что есть там, естественно, силы, которые высказывают определенные ревизионистские элементы, Венгрия не заставляет соседние страны принимать, значит, в качестве своих, как бы, нарративы венгерские, интерпретацию истории венгерскую. Я могу еще привести в качестве хорошего примера, кстати, как можно решать, значит, разные нарративы, проблему разных нарративов в отношениях между народами, между нациями и государствами, это Западная Европа. Здесь понятно, что в основном это связано с тем, что нации, которые прошли действительно через сложные исторические события, через кровавые конфликты, они сегодня являются демократическими странами, демократическими государствами. А демократические государства выработали механизм не только сосуществования, но и сотрудничества, и даже принятие участия, значит, и принятие участия в интеграционных процессах. Сегодняшний Евросоюз сформирован демократическими государствами. Понятно, что у Франции и Германии, у Франции и Испании есть разные взгляды на то, что происходило, допустим, в средние века. И тем не менее, это не мешает этим государствам не просто сотрудничать, но быть прямо самыми близкими союзниками. Знаете, вот в своей статье вы пишете: официальная Москва до сих пор вела и в настоящее время ведет с различной степенью интенсивности исторические войны с 6 странами: государствами Балтии, Литва, Латвия, Эстония, с Украиной, Польшей, в последнее время с Чехией. Вот смотрите, там 2 из этих стран это как бы страны Варшавского договора, 4 страны это были члены Советского Союза. Если говорить даже вот не столько о членах Варшавского договора странах, а вот именно Советского Союза: Литва, Латвия, Эстония, Украина. Вот с ними войны ведутся. А с остальными членами бывшими членами Советского Союза, вот той же Белоруссией, там, не знаю, Арменией, Казахстаном, войн таких нет или они незаметны? Ну, наверное, прямо о войнах говорить пока не приходится, хотя, говорится, ничего не исключено, потому что то, что со стороны России в настоящее время ведутся войны против балтийских государств и Украины, это связано с тем, что они сделали выбор, общественный выбор своего развития, выбор своей внешнеполитической ориентации, отличный от России. Пока, что касается других государств бывшего Советского Союза, то, пожалуй, за исключением, может быть, Грузии, но это особый вопрос. У Грузии была война даже, не война памяти, не историческая война, а самая настоящая война с Россией. Что касается других стран, других бывших республик Советского Союза, пока я, честно говоря, таких войн не наблюдаю, но это не значит, что Россия не пытается тоже навязать свою интерпретацию истории и более древней истории, и истории 20 века этим государством. И я думаю, что Белоруссия в этом отношении не является исключением. Например, то, каким образом Россия, значит, пытается, как бы, перенять на себя главную роль в освобождении Европы от нацизма, от фашизма, победа над нацистской Германией, что здесь действительно
исходя из известных исторических фактов, преуменьшается роль и значение вклада, который был внесен в эту действительно историческую победу другими народами. Народами, которые в настоящее время формально являются государственно образующими нациями суверенных государств, в том числе и Белоруссия. Еще очень важный для меня такой вот нюанс, может быть, вы объясните, как возможно ли это? Вот много говорят о том, что Россия использует информационные технологии, своих вот ботов, СМИ в качестве такого информационной войны, как составляющей гибридной войны против других стран, против той же самой Украины, против стран Европейского Союза. Историю можно использовать в своих целях вот в таком вот плане, может быть, в какой-то вот информационной войны или там навязывания своих каких-то видений? Конечно, это в настоящее время происходит. Исторические события, особенно те, которые вызывают споры исторические, где есть какие-то несоответствия в исторических интерпретациях национальных. Естественно, Россия этим пользуется, вбрасываются содержания, которые именно связаны с интерпретацией исторических событий. Сформируются определенные группы влияния. Мы в Словакии наблюдаем за этим. Здесь есть отдельные представители политических элит, представители, правда, они, говорится, не превалируют, но представители национальной интеллигенции, славянофильски ориентированные, если можно сказать. Все это имеет место, и всем этим Россия пользуется. Я вот мог бы сейчас привести пример. В Болгарии там Российский культурно-информационный центр организовывает выставки, которые вызывают неприятие, несогласие местной общественности. Потом это все ведет к таким очень острым спорам. Высказываются представители болгарской национальной культуры, национальной интеллигенции. Вот это имеет место и как в так называемом мейнстриме политическом, так и, естественно, в виртуальном пространстве. Вы упомянули ботов, допустим, троллей. Это все потом соответствующим образом комментируется, все это разбирается. И, конечно, есть и статистика, которая подтверждает то, что проблема исторического развития, историческое сознание, несоответствие исторических нарративов, все это входит как бы такой органической частью в эти попытки с помощью информационных технологий провести активные мероприятия, направленные на влияние на общественный дискурс в соседних странах и в многих других странах, не только в тех, которые являлись когда-то республиками Советского Союза, но и в бывших государствах Варшавского договора, и также в государствах Западной Европы, естественно. Вы следите за тем, вот как реагируют на все вот эти вот исторические дискуссии, скажем, там в России. Мне просто интересно, вот вы, может, обратили внимание, например, что конкретно особое неприятие вызывает в России, какие именно вот эти, ну, назовем это так, переписывания истории, которые там происходят, я не знаю, там в Украине там, или там в странах Балтии, которые возмущают Россию, ну, которые называют, что это переписывание истории. Вот на конкретном примере, что страны Балтии видят это вот так вот, и это вызывает, например, огромное возмущение и отторжение у России. Ну, это известный пример, история Второй мировой войны, возникновение Второй мировой войны, причины Второй мировой войны и роль Советского Союза при этом, Сталинского Советского Союза. Мы видим сейчас возвращение к интерпретации, например, пакта Молотов-Риббентроп точно в соответствии со сталинскими лекалами. Понятно, что в балтийских государствах, да не только в балтийских государствах, и в Польше, и в других центральноевропейских странах, это вызывает неприятие. То есть упоминание в таком негативном контексте роли Советского Союза вызывает в Москве, ну, в последнее время даже возмущение. Кстати, сегодня вышла статья президента Путина в российской газете. Я просто успел просмотреть эту статью, и снова совершенно очевидно, что нынешняя Россия, по сути дела, отождествляет себя со сталинским Советским Союзом, потому что то, что содержится в этой статье, я думаю, это, естественно, найдет свою негативную реакцию, в Польше прежде всего, но не только в Польше, и в других странах. Это, естественно, очень нас беспокоит.
Второй такой конкретный пример, тоже который я уже упомянул в начале, это теза о том, что Вторая мировая война и победа над нацизмом и фашизмом не принесла нашим народам свободу. И что Советский Союз, по сути дела, насадил здесь режим, который имел репрессивный характер, который означал потери для общественного развития этих стран. Это тоже вызывает очень, я бы сказал, нервную реакцию, негативную реакцию. Ну и потом есть конкретные примеры, допустим, приведение в соответствие мемориальных мест, попытки изменить, значит, место, где находятся памятники. Вот в Чешской Республике опять-таки упомянутый памятник Ивана Конева, мы знаем, в Эстонии бронзовый солдат 2007 года, в Польше 2 года назад тоже это была большая проблема. Причем ситуация иногда развивается парадоксальным образом. Эти государства, я бы сказал, примерно заботятся о местах захоронений советских солдат, павших в борьбе против фашизма и нацизма. И когда есть, значит, ситуация, что памятнику лучше находиться именно в местах захоронения или в других памятных местах, а не где-то на открытом пространстве, то Россия настаивает на том, что это ее прерогатива, что местные органы власти не имеют права вообще ничего делать с этими памятниками. То есть вот это опять-таки пример того, как Россия пытается вмешиваться в дела, в этом случае в дела суверенных государств, определять то, каким образом будет, значит, интерпретированы исторические события, каким образом будет подаваться историческая память. Но Россия считает себя правопреемницей СССР. Естественно, логично тогда думать, что она себя считает правопреемницей и исторической памяти СССР. Поэтому для нее заявление, ну или мнение такое, что как бы ответственность Советского Союза в развязывании Второй мировой войны не меньше, чем Германии, например. И поэтому, естественно, это неприятие как бы такое идет. Ну, понятно, у России как правопреемницы неприятие, это понятно. А вот интересно, вот ваше мнение, а почему в Беларуси тоже вот такое неприятие вот такой позиции об ответственности Советского Союза в развязывании Второй мировой войны, об всех остальных вот таких вот таких вопросов? Ну, во-первых, я бы хотел заметить, что в свое время, до прихода Владимира Путина к власти, все-таки Российская Федерация под руководством Бориса Ельцина демонстрировала более мягкое отношение к именно этой проблематике. И что касается пакта Молотова-Риббентропа, секретных протоколов, все это было опубликовано, и Россия признала, что это был неправомерный акт. Здесь, я думаю, и нынешнюю Российскую Федерацию, и, судя по всему, Республику Беларусь при ее нынешнем руководстве связывает то, что они отождествляют себя именно с теми интерпретациями, которые были характерны для Советского Союза, или сталинского, или постсталинского Советского Союза, то есть до 1992 года. Это, конечно, определенное свидетельство о том, каким образом воспринимается не только история Второй мировой войны, но вообще история. И в том числе и послевоенная история, история Советского Союза, Восточной Европы. Я думаю, что вопрос шире. Вообще, если нынешняя Россия считает себя правопреемником Советского Союза, и Советский Союз в то же время, помимо каких-то положительных моментов в своей деятельности, совершал нечто негативное, в том числе и преступление, это был репрессивный режим, который совершал преступления, тогда те государства, которые себя отождествляют с Советским Союзом или являются правопреемниками, или в настоящее время правопреемником, то они должны, естественно, принять это. Историю невозможно разделить. История – это вещь, которая соединяет в себе много разных факторов, много событий. Что-то было черное, что-то было белое, но невозможно из черного сделать белое и наоборот. И, судя по всему, вы упомянули эти две страны, может быть, если бы мы более подробно, говорится, поискали, мы нашли бы какие-то примеры в других государствах, но то, о чем мы сейчас говорим, свидетельствует, что руководство этих двух стран отождествляет себя больше с Советским Союзом, чем, допустим, с ценностями демократии, свободы, свободного развития прав человека, потому что история Второй мировой войны и послевоенная история, я думаю, что они неотделимо связаны с теми характеристиками режимов, которые существовали, как
значит, до 1945 года, так в этих странах Центральной и Восточной Европы, так и после Второй мировой войны. Естественно, в Советском Союзе этот режим существовал гораздо раньше, но и, значит, системные характеристики этого режима, по сути дела, ничем не отличались в течение практически всего периода его существования. Ну и в заключение, я знаю, что вы торопитесь, у вас ограниченное время, вы в своей статье обращаете внимание на опубликованную журналом «Россия в глобальной политике» статью под заголовком «Историческая память. Еще одно пространство, где решаются политические задачи». Согласитесь, историческая память и политические задачи, ну это звучит как-то цинично. Да, это вообще странно. Эта статья была опубликована в журнале «Россия в глобальной политике», и там некоторые высказывания историков, кстати, довольно авторитетных историков, я не хочу ставить под сомнение их профессиональный уровень, но меня они просто поразили. Они меня поразили именно вот этим цинизмом. То есть давайте сейчас попробуем притолкнуть какую-то интерпретацию отдельного явления, давайте посмотрим, какое государство нас может в этом помочь, посмотрим, какие отношения у этого государства с тем государством, которое мы хотим критиковать. Мне это показалось абсолютно неприемлемым. Помимо этого, естественно, там, что было весьма заметно в этих высказываниях, это постоянное движение в этом, я бы сказал, порочном кругу этих сталинских интерпретаций. То есть нет понимания, нет желания, нет попыток как бы прервать этот порочный круг. Да, это, наверное, было бы довольно болезненно, но это может привести к определенной катарсии. И, кстати, завершая мое выступление, я хочу сказать, что я нашел отголоски именно этой статьи в нынешней, этой дискуссии в журнале «Россия в глобальной политике», именно в сегодняшней статье Владимира Путина. Там это совершенно очевидно, что касается его оценки Польши в событиях, которые в конечном итоге привели к Второй мировой войне. То есть, проще говоря, такая забрасывается со стороны России одна теза, которая показывает Польшу в каком-то плохом свете, и это все содействует тому, что, скажем, Польша, у нее возникают трудности или, скажем, какие-то напряженные отношения там с другими странами Европейского Союза. То есть вот та же самая какая-то вот информационная война, о которой мы уже говорили. Да, этот элемент там присутствует, но здесь еще есть такой расчет, что раз у Польши есть определенные проблемы с Евросоюзом и отдельными государствами Евросоюза, которые вообще не связаны с историей, они связаны с современностью, они связаны с какими-то проблемами во внутриполитическом, значит, развитии Польши, то давайте мы сейчас попробуем, говорится, как в качестве такого теста, как бы протестировать Евросоюз, поддержит ли он нас в нашей интерпретационной войне с Польшей или нет. И то же самое касается отношения, например, Израиля и Польши. Да, мы знаем, что у Израиля и Польши в последние годы довольно напряженные отношения, они действительно связаны с историей, но это другая история. Это не история, которая связана с пактом Молотова-Риббентроп, это не история, которая связана с развязыванием Второй мировой войны, это просто различные интерпретации событий, которые произошли в Польше в отношении евреев, допустим. Да, это сложный вопрос. Но Россия опять-таки здесь видит, то есть не Россия, а те историки, которые приняли участие в этой дискуссии, они посчитали возможным как бы привлечь Израиль или, во всяком случае, опереться на мнение Израиля в своем этом, или в споре России с Польшей, который касается других событий, связанных со Второй мировой войной. Я думаю, что это действительно большой цинизм, и я не уверен, что действительно пропагандистам этого подхода удастся достичь хороших результатов. Я думаю, что им не удастся убедить ни страны Евросоюза, ни Израиль, что эти войны, которые Россия ведет с Польшей, что эти войны со стороны России справедливы. Тем не менее, есть риск того, что, используя такие вот инструменты, манипулируя историческими фактами, ну, если возникнет такая необходимость, там могут попробовать поссорить, ну, скажем, будь то Россия или не Россия, или какой-то там другой игрок, скажем, Беларусь с Украиной на таких манипуляциях, или там Беларусь с Литвой, или там со Словакией, в конце концов, или с Польшей. Как этому противостоять? Ну, это сложный вопрос, потому что действительно у России очень сильный пропагандистский аппарат, у России есть агенты ее влияния в этих странах. Россия, например,
давно уже пытается вбить клин в отношения между Украиной и Польшей, есть проблемы в отношениях между Украиной и Венгрией. Я думаю, что это задача демократических политических сил в тех странах, в которых такие действия наблюдаются. Естественно, историки, необходимо сотрудничество историков тех стран, в которых происходили все эти трагические события, несмотря на все какие-то противоречия, разночтения, тем не менее важно, чтобы эти историки встречались, чтобы встречались представители гражданского общества, чтобы был найден какой-то хотя бы минимальный консенсус. А я думаю, что касается истории Второй мировой войны и послевоенного развития, то существует довольно широкая платформа для такого консенсуса. Эта платформа, основанная на принципах демократии, равенства, приоритета прав человека. Я думаю, что если государства, представители этих наций, представители их, значит, академического сообщества, историки, представители гражданского общества, средства массовой информации, журналисты, если они найдут правильный путь друг к другу, я думаю, что это будет самым лучшим противодействием всем попыткам вбить клин в отношения между нашими народами. Ну вот наши комментаторы, наши слушатели и зрители пишут, что вся проблема в том, что белорусы живут в российском информационном пространстве, и на историю, и на все события смотрят сквозь призму российской пропаганды. Да, это, видимо, большая проблема и не только для Беларуси, а и для других стран. Я так думаю, что и в Евросоюз тоже затрагивает эта большая беда. Спасибо большое. Я нагадаю, что з нами на сувязі з Братиславы был президент Братиславского института громадских проблем, эксперт iSensor Егор Мясежников. Дякую великие. Спасибо большое, Григорий. До встречи. Спасибо большое, Змицер. Спасибо. Всего хорошего.